Здравствуйте, уважаемые ученики! Тема сегодняшнего урока – статус военнослужащего, основные права и обязанности военнослужащих. Цель урока – изучить содержание и порядок прохождения воинской службы, сроки воинской службы и основные права и обязанности военнослужащих, ознакомить вас со статусом военнослужащего. Воинская служба включает в себя воинскую службу по призыву, воинскую службу по контракту. К воинской службе по призыву относится срочная воинская служба составов солдат, воинская служба офицеров в запасе в возрасте до 29 лет и воинская служба при мобилизации, то есть в военном положении, в военное время и при прохождении воинских сборов. Статус военнослужащего приобретают граждане, призванные на воинскую службу, сборы со дня издания приказа соответствующего начальника, поступившие на воинскую службу по контракту со дня издания приказа командира, начальника воинской части, также поступившие в военные учебные заведения, реализующие программы технического и профессионального, после среднего и высшего образования, если они до этого не являлись военнослужащими, а также уланы, завершившие второй курс обучения в военных учебных заведениях, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования на базе основного среднего образования со дня издания приказа начальника военно-учебного заведения о продолжении обучения. Военнослужащий находится при исполнении обязанностей воинской службы в случаях исполнения должностных обязанностей, участия в боевых действиях, выполнения задач в условиях чрезвычайного или военного положения, участия в миротворческих операциях, участия в антитеррористических операциях, участия в ликвидации чрезвычайных ситуаций, полевых выходов, нахождения на территории воинской части в течение установленного распорядком дня служебного времени, нахождение в служебной командировке, следование к месту службы и обратно, нахождение на лечении, следование к месту лечения и обратно, также прохождение воинских сборов, нахождение в плену, оказание помощи правоохранительным органам, нахождение в действующем резерве, нахождение на повышении квалификации, переподготовке, проведение исследований, нахождение на войсковых и других испытаниях. Командирам, а также начальникам запрещается отдавать приказы, приказания и распоряжения, не имеющие отношения к исполнению обязанностей воинской службы или направленные на нарушение законодательства Республики Казахстан. Военнослужащим для удостоверения их статуса установленным уполномоченным органом выдаются жетоны с личными номерами, удостоверение личности военнослужащего, военные билеты или служебные удостоверения. Военнослужащие имеют право на обеспечение за счет государства денежным довольствием, на обеспечение за счет государства вещевым и другими видами имущества, на продвижение по службе с учетом квалификации, на обжалование принимаемых в отношении их решений и действий вышестоящим должностным лицам, по согласованию с уполномоченным должностным лицом поступать в военные учебные заведения, проходить курсовую подготовку, профессиональную подготовку, а также переподготовку и повышение квалификации, на охрану здоровья и условия службы, отвечающие требованиям техники безопасности и гигиены, на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью или личному имуществу при исполнении обязанностей воинской службы в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, на обеспечение жильем в период прохождения военной службы в соответствии с указанным законом, также на хранение и ношение и применение оружия при исполнении военных обязанностей. Военнослужащий обязан соблюдать Конституцию и другие нормативные правовые акты Республики Казахстан, принять военную присягу в установленном порядке, точно и в срок выполнять приказы командиров, начальников, выполнить решение руководителя уполномоченного органа о его ротации в порядке и в сроке, определяемыми правилами прохождения воинской службы, участвовать в составе воинских частей и подразделений вооруженных сил, других войск и их воинских формирований, объединенных вооруженных сил в соответствии с международными договорами и вооруженных конфликтах, быть дисциплинированным, бдительным и не допускать разглашения государственных секретов, соблюдать условия контракта о прохождении воинской службы, соблюдать правила ношения военной формы одежды, соблюдать требования и выполнение нормативов по физической подготовке, утверждаемые руководителями уполномоченных органов, уметь применять веренное ему оружие, вооружение и военную технику, обеспечивать их сохранность и правильность эксплуатации. В заключение урока вам представлены вопросы по пройденной теме. Спасибо за внимание. До свидания.